Здравствуйте, уважаемые телезрители! Передача «Спортивный движ» возобновляет свой старт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» города Канаш. И сегодня на наши вопросы ответит отличник народного образования, тренер по плаванию Татьяна Николаевна Калишина. Плавание – это популярный и по-настоящему полезный вид спорта, помогающий поддерживать тело в форме, а настроение на высоком уровне. Посещать бассейны разрешено людям любого пола и возраста, если нет индивидуальных противопоказаний. Во время плавания обмен веществ ускоряется на 50-75%. Это один из самых эффективных видов спорта для улучшения здоровья, настроения и похудения. Во время плавания человек тренирует дыхательную и нервную систему, сердце, сосуды и мышцы, снимая при этом стресс и эмоциональную нагрузку. Тренер по плаванию – это не просто профессионал и спортивный специалист, но и настоящий старший друг, наставник и товарищ, умеющий поддержать, замотивировать, подарить вдохновение и правильное начало, как начинающим, так и продолжающим спортсменам и просто любителям поплавать. Татьяна Николаевна Калишина, отличник народного труда, тренер по плаванию, ответила на интересующие нас вопросы. Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, как долго вы работаете тренером по плаванию? Тренером по плаванию в данном учебном заведении, которое относится к спортивной школе Министерства спорта, я работаю с 2008 года. В 2023 году будет 15 лет нашему учебному заведению. И поэтому со дня основания данного учебного заведения я являюсь тренером по плаванию. Какие направления есть в вашей работе? Но направления в нашей работе именно в секции на отделении плавания, такие направления. Нам нужно добиться чисто спортивных результатов, значит, нам нужно вырабатывать у спортсменов скоростно-силовые качества. Это на короткие дистанции, на 50 метров и 100 метров, они являются короткими дистанциями. На длинной дистанции мы работаем на выносливость, потому что не все дети имеют такое физическое качество, как на выносливость. Но наша самая главная задача как тренера – это добиться наивысших результатов, и чтобы мои воспитанники и учащиеся, которые посещают отделение секции плавания, выполнили спортивные разряды. Но кроме спортивных разрядов взрослых, мы выполняем, конечно, еще и массовые разряды. Массовые разряды относятся – это первый юношеский, второй юношеский, третий юношеский. Вот по этим разрядам мы набираем вообще на секцию плавания. Татьяна Николаевна, что подтолкнуло вас стать тренером по плаванию? Тренером по плаванию я стала 15 лет тому назад. До этого я работала в школе средней номер 1 учителем физической культуры. И в 2008 году открылось наше учебное заведение. В то время как раз шла программа по строительству ФОКов во всех районах. И поэтому по Чувашии было построено очень много ФОКов. И мне предложили перейти сюда работать тренером. Училась я в 61-й школе, нынче она 8-я. И почему я и выбрала именно эту специальность? Потому что у нас учитель по физической культуре была Станюкова Вера Ивановна, она была приезжая, и специализация была у нее гимнастика. Это замечательный учитель, замечательный педагог, душевный. И вообще она нам прививала вот именно любовь к физической культуре. И вот благодаря ей я выбрала эту профессию. И по сей день я никогда не жалею, что я именно работаю по этой профессии с детьми. Я очень люблю детей, и они ко мне очень хорошо относятся, потому что все зависит в данный момент от тренера, какой тренер занимается с ними. А когда я училась в школе, Вера Ивановна нам привела такие качества, и я занималась баскетболом, значит, в 61-й школе, затем лыжами. И по направлению, как Вера Ивановна мне не сказала, Таня, иди, поступай в педагогическое училище. Что я и сделала. И мой папа очень хотел, чтобы я была и работала учителем. Это здорово. Татьяна Николаевна, а у вас наверняка есть спортивные звания и награды?
Вы знаете, спортивных званий у меня только первый спортивный разряд, а так как я всю жизнь почти проработала в Министерстве образования, да, у меня звание есть отличник народного просвещения, которое относится, конечно, к Министерству образования, но не к Министерству спорта. Что самое сложное в вашей профессии? Вы знаете, самая сложная моя профессия именно заниматься с детьми плаванием. Почему? Потому что у нас в городе Канаш и вообще по Чувашской республике нету дополнительных бассейнов. Я хочу сказать, вот у нас город такой большой, с такой численностью, и всего один бассейн. Но он не предназначен для обучения плаванием, так как он глубокий. Вот я все время завидую тем районам, у кого есть лягушатники, потому что обучение нужно начинать именно с лягушатников. Так как мы плавать учимся и занимаемся обучением только в нашем бассейне, жители и родители нашего города, да, приводят к нам в бассейн, чтобы тренера, но кроме меня еще обучением занимается Кузин Владислав Иванович и Алевтина Никитична. Они тоже занимаются обучением, значит, в нашем бассейне. Но еще хочу обратить внимание, к нашим родителям. Уважаемые родители, вы должны четко знать и отправлять своих детей, чему они должны научиться у наших тренеров. И потом в какой-то степени спрашивать, а как мой ребенок плывет, чему он научился у вас, вы чему его научили. А на секцию плавания, потому что это у нас бюджетные группы идут уже на секции плавания, проводится набор в начале сентября, первой недели сентября. У нас проходит День открытых дверей, и мы начинаем выполнять набор на секцию плавания. Как он проходит? Дети, мы никому не отказываем. Приходят родители с детьми, записываются. Я назначаю день, когда они должны прийти и проплыть хотя бы 25 метров в бассейне. И мы на секцию плавания берем только тех детей, кто плывет. А на обучение, да, на обучение мы берем и с 3 лет, и там приходят и женщины, если кто хочет технически правильно научиться плыть. Побеседовав с тренером по плаванию Татьяной Николаевной Калишиной, мы узнали много интересной и полезной информации. Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, в чем особенности ваших тренировок? Особенности тренировок по плаванию заключается в том, что мы находимся в воде. А чтобы научиться плавать в воде, это в первую очередь нужно научиться спортсменам делать выдох в воду, потому что без выдоха фаза скольжения у нас получается неполной и будет отсутствовать скорость. Если человек при жизни всегда ходит вертикально, то в воде человек находится горизонтально. Вот именно это особенность заниматься в воде на секции плавания. Как людям, боящимся глубины, победить чувство страха? Чувство страха людям можно победить только в том случае, если они будут приходить и заниматься именно с тренером, который будет указывать, как нужно правильно находиться в воде, как нужно правильно выполнять выдох. И в первую очередь, я думаю, что нужно страх перед водой преодолеть таким способом, что нужно потихонечку привыкать к воде. И еще раз хочу обратить внимание, только под руководством тренера или инструктора по плаванию. Татьяна Николаевна, вы как педагог с многолетним стажем, как заслуженный тренер по плаванию, скажите, пожалуйста, нам, какие они 3 самых ключевых, главных качества тренера? В первую очередь, тренер должен быть очень требовательным к своим занимающимся, воспитывать такие качества, как трудолюбие, потому что без труда, как пословица есть, и невозможно выловить рыбку из пруда. Поэтому труд, труд и еще раз труд. Я хочу сказать, не только на секции плавания, но и вообще спортсменам. У всех спортсменов стоит трудолюбие на первом месте. Еще такое качество я хочу воспитывать у своих учащихся, это в первую очередь дружелюбие, потому что мы являемся одной командой, кто
присутствует и посещает секцию плавания. Я хочу, чтобы они относились очень по-доброму друг к другу, не завидовали, когда кто-то из участников занимает призовые места, а наоборот поддерживали и радовались. Вот я очень воспитываю такие чувства. Ну и, конечно, еще такие физические качества я у своих спортсменов воспитываю, как скоростно-силовые, выносливость, гибкость, предположим. Потому что сейчас гибкость у наших учащихся, когда они сдают ГТО, очень плохо развита. Поэтому все такие качества нужно воспитывать и развивать именно еще и на секции в любом виде спорта. Татьяна Николаевна, большое вам спасибо, вам и вашим спортсменам, ученикам, как юным, так и взрослым. Мы желаем дальнейших побед, удачи, счастья и просто крепкого здоровья, как полагается. Уважаемые жители города Канаш, мы приглашаем вас на плавание и в наше учебное заведение «Локомотив». Приходите, с удовольствием плавайте в нашем бассейне, поправляйте здоровье. Мы будем очень рады видеть вас. Татьяна Николаевна – высококлассный специалист, отлично знающий свое дело. С таким тренером и наставником любому гарантирован успех и позитивное продолжение спортивной карьеры. Людмила Матвеева, Владислав Васильев, Денис Андреев. ФОК «Локомотив».